налил молочка. У нас волки отжали у Волендов молоко. Вон стоят, смотрят. Уже чуть прокисло молочко. Вот им нравится. Братиш такое молоко не любит пить, а прокисшее нормально. Луя, не трогай. Вы что, мне не даете тоже? Дайте Волендам попить вот так. По очереди. Молодцы. Молодцы ты. Молодцы. Красивые, красивые. Всем по чуть-чуть, Ария. Ты вся вон в сметане. Вам, значит, кефирчик нравится? Кефирчик вам покупать, да? Чтоб пили. Будем кефирчик, значит, покупать. Тихо, ты что рычишь на меня? Да, на GoPro что-то не очень снимает. На телефон, вот у меня сейчас этот с 10-ки. Там пока видео грузится с 12-го. А здесь вот с 10-ки и то вон как хорошо снимает. Что, напились? Вам много и не надо. Вам много и не надо. Кстати, вставлю сейчас сюда родителей Луи. Мама у нее, получается, родная сестра Кубы. И тетя Алиты. И у нас Куба тоже тетка получается, что Алите, что родная, что Луи. Поэтому вставлю видео, посмотрите на маму Луи и на отца Луи. У меня сейчас тот телефон освободится, я оттуда перекину, вам кадры вставлю. Это Игорь прислал нам с Архангельска, кто мне Лую вот подарил. Ты, теперь понятно, в кого ты такой кабан. Ох, покажи свои зубы 7-месячного Воленда. Сегодня, значит, расскажем о Воланде, вот о белке. Значит, белка у нас. Белка родилась 4 февраля 2015 года. Значит, ей уже сейчас 6 лет. Скоро будет 7. У нее очень интересная история. Она очень, очень красивая собака. Очень, как сказать, у нее сложная история. Что-то кошку увидел? Ладно, ничего. Ну-ка, белка, давай. Белка. Ну-ка, да. Ну-ка, да. Молодец. У белки, значит, рост 64 сантиметра в холке, вес 33 килограмма. Сейчас вроде как уже побольше, она сейчас вылинила. Сейчас она очень красивая. В лесу работает. В основном крупный зверь. Бывает, птица отвлекается. Ну, это, конечно, не особо грех, если глухарь. Это основная работа для лайки. Это работает войск Иван Медведь. Других собак не любит, признает только пирата, от которого у нее щенки родились. Текла один раз за все 6 лет, один раз только потекла, вот год назад получили щенки. Ну, благоприятная история, благоприятные условия были созданы, поэтому вот она. И у нее течка и получилась. Значит, и с той течки вот мы получили первый помет от нее. Надеемся, будет еще. Помет вроде неплохой. То есть щенки показались очень хорошими. Но детей она, конечно же, не любит. Это очень плохо.
Зато она очень верная. Ей другой хозяин не нужен, ей нужен только один хозяин и все. Я ее купил в 2015 году, когда ей было 4 месяца, у Михаила Овчаренко. И она попала, изначально она попала к хозяевам, где к ней не очень хорошо, так скажем, относились. То есть взяли, и она должна была сразу с рождения работать по лосе и по медведю тут же. Анютка, не перебивай. Должна была сразу работать, то есть отношение было к ней, ну, потому что все-таки и цена у нее была такая для того времени, так скажем, высокая. Ну и к ней относились как то, что она должна была сразу работать. Ну, понятно, что такого не бывает. Воланды — это отдельная порода, с ней нужно... Это не простые лайки, им нужно гораздо больше внимания. И вот, когда ей исполнилось 5 лет, она попала ко мне. В принципе, я был этому очень рад. И она тоже рада. Вот, попала она в капкан у нас. Ну, шрамчик уже не видно. Посидела в капкане, теперь железо обходит стороной. Сбежать может из любых вольеров. Сделать подкоп. Очень интересная собака. Сейчас вот начался охотничий сезон. Надо будет вместе. Сейчас мы еще расскажем про ее сына Соболя. Ну и как любовника, мужа пирата. Это вот пират западносибирского лайка и Соболь. Воланд. Соболь. Соболюша. Ладно. Пират, значит, он родился 5 октября 2015 года. Ему тоже уже 6 лет. Да, вот я тебе сейчас. Дай сказать. Значит, весом он тоже 33 килограмма, где-то 62-63 сантиметра ростом в холке. Соболь — это очень общительная собака, ему очень нужна компания. Он любит людей, любит собак, всех любит. Кругом здесь, всех. Вот нужно заколебать. А пират — это очень сдержанный парень, хороший. Ему нужен только хозяин. Ему больше никто не нужен. Все. Значит, пират имеет дипломы 3-й степени по медведю, 3-й степени по кабану, 2-й степени по кабану, 1-й степени по кабану. Значит, ну перестань, Сома. Про тебя потом расскажем. Ну что ты лезешь, ну? Вот такой вот у нас Соболь. Пиратка добрый, он никак не может его укусить. Пиратка. Значит, у него мать у пирата Ника, выдающаяся очень собака, западносибирская лайка. Значит, ей не повезло, ее волки съели на работе. Ну, рабочие собаки всегда гибнут не сами, каких-нибудь перипетий, так скажем. Все, пиратушка, пиратка, иди сюда, сядь, покажись, все. В лесу работает медведь, кабан, лось, больше предпочтение отдает. Вот так вот. Молодец, пират, все. А тебя я жалеть не буду. Так. Заколебал всех. Молодец. Стоп. У нас, значит, пират в лесу работает. Лось, кабан, медведь большее предпочтение отдает кабану. Кабан для него, ну, не знаю, очень почему-то как-то нравится, не знаю почему, но нравится. Он идет утром, найдешь его, через 2 дня его того же лося и лает.
Это вот соболь. Ему сейчас 8 месяцев. Он тоже родился 1 февраля 2021 года. Сейчас вот на прогулке как раз его покажу обоих во всей красе. Сейчас, значит, он весит 26 килограмм. Рост в холке 60 где-то сантиметров. Почти уже догнал отца. Я бы хотел вот как раз сделать ударение на воспитание воландов. Это не лайки. Они, то есть, ну, многие, кто купит щенка воланда, считает, что уже этот щенок уже должен работать с самого своего рождения. Это, конечно же, не так. Нужно приложить большое усилие к тому, чтобы собака работала. То есть не бывает так, просто взял собаку и через 6 месяцев он у тебя уже работает по всему. Нет, такого не бывает и не будет. Воланды — это совершенно другая порода. Для них очень важна связь с хозяином. Не так, как, например, может быть лайки. Там лайка может уйти рабочая, если она там лайка взял, там чужой человек, она с ним пошла. То есть, ну, бывают и другие, более верные, конечно, собаки, но в основном лайке нужна работа. Воланду нужен хозяин. Я так считаю. Ну, может быть, я в чем-то ошибаюсь, конечно. Может быть, я и не прав. Но насчет воспитания вот воландов нужно уделять большое значение. Вот именно, что обязательно нужно бывать в лесу на охоте во время сезона, имеется в виду. Я считаю, нужно бывать 2-3 раза в неделю. Даже летом, да, то есть, ну, есть нагонные участки, обязательно нужно на нагонных участках там брать разрешение и ходить туда с собаками. То есть не то, что без разрешения взял, там пошел куда-то. Такого не бывает. Вот. О себе я могу сказать, что теперь мне повезло так, что я являюсь заводчиком воландов. Да, мне правда повезло, я считаю, что это везение, что мне досталась вот эта белка, второе поколение. Ну. Ребята, пойдем. И вот очень ждали от нее именно щенков от белки. Вот и получились вот эти Луя известная. Вот этот вот соболь. Белая тайга, да? Или я уж не помню. Еще Саян у них, брат. Ну вот всего было в помете 7 щенков. Вот за судьбой каждого стараюсь следить, в принципе. Но трудно, конечно, это. То есть иногда бывает, что щенок попадает не в те руки, конечно. Но вот есть у них еще один брат, он попал вот тоже в хорошие руки. То есть, ну, надеюсь, что всем щенкам повезет, то есть именно с хозяевами. Ну, нужно ими заниматься, конечно, да. То есть такое редко бывает, что ты взял собаку, и она просто в 6 месяцев взял ее, выпустил в лес, и она сразу же начала тебе там глухарей гонять, медведей, лосей, соболей. Такое бывает не часто, хотя, конечно, бывает, да. Бывают исключения, это уж выдающиеся собаки. Но всегда для воспитания собаки нужно приложить немало трудов. И особенно к воландам. Большое количество. То есть сейчас даже вот в Архангельске, в городе Архангельске, да, прям были нападения в черте города на собак. Волки нападали. Также уже зафиксированы случаи сейчас нападения волков и на людей. Это отдельная тема. Сейчас разговариваем, конечно, о воландах. И что хотелось бы сказать, то вот именно, что вот и об отношениях воландов и волков. То есть при встрече с волком воланд обычно сваливает, то есть к хозяину, да. Лайка же не всегда понимает различия волка и собаки. И тут в данной ситуации, то есть, ну, мы много потеряли хороших лаек, производителей. То есть
щенков. То есть, ну, щенков в смысле уже хороших рабочих собак. И у меня такое же было. То есть 200 метров от меня съели мою любимую собаку. Одну из самых лучших собак. Вообще, то есть, ну, работало очень хорошо, конечно же. Вот, и, ну, тут тоже все это тонко. Тут в двух словах не расскажешь. Можно долго рассуждать, стоит ли об этом. Ну вот, особенно, конечно же, вот у Воландов нужно обратить на воспитание. То есть это гораздо труднее, чем воспитать лайку. Это совершенно другая собака, да. Кто-то может на это внимание не обратить, а кто-то наоборот. И нужно, чтобы получилось хорошая, вот именно хороший, как это сказать-то, вроде он уже и не собака, вроде и волк, вроде один и тот же вид, но все равно Воланд — это совершенно другое существо. Он вроде как уже и не собака, вроде как и не волк. Я уже ушел вперед. Ну и вот здесь как раз вот в этом месте была встреча как-то с медведем в сентябре какого-то там года, я уж не помню. Вот. Был на пробежке, и вот как раз с собаками. Собаки, откуда тут взялся медведь, не знаю, они прихватили медведя и начали его облаивать. Так сильно на него насели. Ну, вроде и медведь-то небольшой. Как-то так бросился на меня. Я сам даже не понял, как. Забрался на дерево. Вот. А на соседнее дерево забрался медведь. Повезло мне, что медведь забрался не на то дерево, на которое сидел я, а на соседнее. Ну и вот как раз вот Пиратка тогда занимал ведущую роль в этой стае. И того медведя пришлось добыть. Это было рядом, буквально вот с деревней, совсем недалеко. То есть это такой, как сказать, потенциальный помоечник. А у нас тут и дети живем-то рядышком. Вот. Всех искупал, сейчас Арию, Лую, Алиту закинул в наш пруд. Братиш только один остался. Там грызутся Вега, Куба, Новая Тайга тоже между собой. Еще хочешь прыгнуть? Они как будто и не купались. Но зато вон как бодрость поймали. Ну как солнце-то светит. Так, нам главное, чтобы Вега не потушила его. Тайга, нельзя. Аккуратней, аккуратней, маленький. Чего ты ожил, малой? Эти там устроили. Алиту я посадил к Акеле. Но сама к нему он забежала.
нежиться там стоят. Да, он облизывает Акела ее, представляете? Да ё-моё, где они? Убежали уже. Вот тебе все, мамка, пусть тебя всему учит. Ух ты, ничего себе. Что, Тайга? Дружка тебе привели, да? Ну вот воспитывай, чтобы не боялся никого. Она щипать его аж начала, начал заходить, аж тянуть к себе. О, кусает его. Пробует, на вкус пробуешь. Тайга, прекращай. Прекращай. Все, Тайга, все, прекращай. Ай, да ё-моё. Ну какой? Умка что-то там схватил кусок какой-то. Ой, Вега какая. Ой, какие. Ой, красавица какая. Ну ты. Какой парень-то серьезно оказывается. Умка у нас осмелел, в вольер сел. Прям себя хорошо начал чувствовать в вольере. С новой тайгой такое вытворяли. У меня телефон тут сел. Поэтому не заснял. Сейчас пошел за этим телефоном. Что вы, голодные что ли или что? Ари. Умка, какой ты проглот. Тебе еще дать? Вон тайга отбирает, не дает. Красавица. Вон она. Вега. Как похожа она на Велю. Я вам сюда фотку вставлю, тоже Велину. Вообще шикарная Веля у дяди Саши Зубова. И вот она тоже похожа на нее. Зимой такая же, наверное, будет пушистая, красивая. Ну и Куба, естественно, тоже красавица наша.